Добрый вечер. На телеканале АТР Мызмызлар, ее ведущая Эмине Джипар. И Осман Пашаев. А наш сегодняшний гость – журналист Валентина Самар. Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать. Вот то, с чего начали до эфира. Будут ли вообще выборы, Валентина? И какими они будут, эти выборы? Парламентские осенью. Да как будут, так будут. Мы же понимаем, что по большому счету они, наверное, ничего не изменят. Если, конечно же, мы сами, в первую очередь, мы журналисты, которые должны по своим профессиональным обязанностям, да, работа это наша, да, рассказывать людям, что на самом деле происходит. Если ничего мы сами не изменимся, значит, эти выборы ничего в нашей жизни положительную сторону не поменяют. То спрашивали меня, как там, нарезали округа, да не нарезали. Если ситуация будет такая же, и народ будет настолько же пассивен к тому, что происходит, и махнет рукой и скажет, а ничего ж от нас не зависит, партия власти применит те же методы, методики и стиль, которые демонстрировали во время местных выборов, мы помним, да, здесь эшелонами завозили членов участковых и комиссий, да, вот, ломали через колено неугодных депутатов, давили их кандидатов, давили их бизнес, а пресса в это время стыдливо, а может и не стыдливо, может даже очень хорошо, радостно отрабатывала джинсу. Люди знают уже, что это проплаченные материалы, не промаркированные как политическая реклама. Вот. Ну, значит, мы заслужили такую должна пресса, либо они сами должны подниматься. Как этот процесс происходит? Нет, вот, вы знаете, вот осенью была глобальная конференция по журналистским расследованиям, и иностранные коллеги меня спрашивают, так, будет в Украине новая революция? Вы знаете, мне кажется, что мы уже выросли как страна, как общество, как граждане, да, европейской все-таки страны. Выросли, наверное, до того уровня в своем развитии, что мы должны уже желать эволюционного. То есть Майдан нам не нужен? Ну, вам нужен? Не вот вы хотите, чтобы это менялось через Майдан, или вы хотите, чтобы закон стал работать без выступлений таких масс? Возможно ли это? Вот эволюционно возможно. Но это же от нас с вами зависит. Нет? Зависит. Осман? Зависит. Вот что ты сделал за последнюю неделю для того, чтобы жизнь изменилась? Что мы сделали? Как журналист, да. Как журналист. За последнюю неделю? За последнюю неделю. Нет, мы проводили расследование по земле, помнишь? Какое? Кедр. Кедр. Нет, ну это не последняя неделя. Кедр это несколько. Вот, кстати, про кедр. И когда в год выборов так вот спокойно и, скажем, беспардонно, скажем, президентское окружение берет 9 тысяч гектаров, то им все равно, им же безразлично общественное мнение, да? То есть они это население воспринимают как такое, которое проглотит это. Они воспринимают население как то, которое проглотит, потому что это население так позволило с собой обращаться. Тогда о каком эволюционном пути может быть речь? Это эволюция в 200, в 300 лет или какая это эволюция? Ну почему же? Мы можем сказать, что рядом с нами развиваются демократии гораздо быстрее и гораздо качественнее, если люди просто делают свою работу. Журналисты не врут. Чиновники не берут взятки, да? Милиция нас защищает, прокуратура защищает нас от милиции и так далее, и так далее. Но каждый на своем месте должен стремиться изменить жизнь. Почему это получилось в Грузии, вот которую пиарил Кипиани по Фейсбуку? Не знаю, если бы я была грузинка, я могла бы, конечно, корректнее ответить на ваш вопрос. Но я точно знаю, но я точно знаю, без демократии все это проводится. Мы с вами сделали все для того, чтобы тратить это время. Что мы сделали? Вот мы журналисты, что мы позволили власти, которая пришла на волне нашего возмущения, нашей революции, да? Мы позволили власти не быть такой, какой она обещала быть. Да? Может быть, нужно было ее лучше контролировать всем нам вместе. Мы же их не царювать поставили там, да? Мы же их поставили управлять общественным, управлять нашим народным хозяйством, там, управлять процессами, которые зависят от законодателей, от исполнительной власти. Мы их плохо просто контролируем. Мы плохих работников нанимаем на работу. Мы еще с вами не состоялись как налогоплательщики, которые будут спрашивать за этот ямочный ремонт среди зимы, когда закатывали наши с вами деньги в асфальт, в мерзлую землю, клали его на пыль и так далее. Мы вот эти вот миллиард гривен, закатанных в асфальт, сейчас мы видим, мы ездим по этой дороге. Мы не возмущаемся, мы не выходим, не перекрываем эти дороги. Да? Это не революция, это протест, нормальная гражданская позиция, жесткая. Мы не быдло. Мы не позволим. Вот я за прошлое, в связи с этими изменениями, как налогами, да, стала налогов платить ровно в 5 раз больше. И я каждый день спрашиваю у тех, кого я наняла на работу. Испытываешь гордость, что... Да, я честный налогоплательщик, конечно.
Поэтому я имею право, моральное право спрашивать, как эти деньги расходуются. На сайте у Татьяны Монтян сегодня появилась статья, как отличить на выборах политических троллей. И там такие моменты. Если вы заметите, что политики поднимают темы УПА, языка, Московского, Киевского патриархата, помните, что это уход от главных проблем, это троллинг политический. В Крыму. В Крыму есть всегда темы, которые тоже можно назвать политическим троллингом. Вот эта тема русского языка. Вот как на этих выборах это будет работать? То есть русскоязычное население, на твой взгляд, будет голосовать за партию власти, или будут другие кандидаты, или мажоритарка может как-то изменить расклад политический Ну, в я Крыму? прежде всего хотела... Я не знаю, как это будет. Я не могу определить. Я не социолог, который отслеживает настроение. Я только читаю то, что социологи нам сообщают. Да? Я не политолог, который там где-то свысока Иногда смотрит журналисты и комментирует все понимают, подряд чем темы. политологи, потому что журналисты каждый день да? сталкиваются с этим. Вот. Но я могу сравнивать инструкцию, то есть закон с реалиями, да, с жизнью, которая есть. Я могу судить о том, это правильно или неправильно. Знаете, мне прежде всего хотелось бы, чтобы выборы действительно были, чтобы у каждого из нас была возможность этот выбор сделать, чтобы нам было из кого выбирать, чтобы мы не ошиблись. Вот. Для этого я работаю, собственно говоря. Куда могут пойти голоса грача? Вот сейчас, да, Леонид Иванович, он как бы впервые коммунисты и грач отдельно, да, вот или это и не имеет значения, если Нет, честно? ну, если честно говорить, он всегда дистанцировался вообще от общей той массы коммунистов. У него всегда были сложные отношения с Петром Симоненко. У него некоторое время были более теплые отношения, там, допустим, с Зюгановым. Да, Он попадал в крымские список, политики тем не менее. любой партии, они немножечко отличаются от общей партийной массы той или иной партии. Ну, возьмем любую партию, да, и регионалы, и БЮТ, они крымские немножечко отличаются, да, и лозунги немножечко корректируются здесь, потому что электорат совершенно другой, он особенный. Он во многом не столько пророссийский, сколько просоветский еще. Это ностальгирующий, с одной стороны, да. И сколько бы мы сейчас здесь не внедряли здесь технологии, или, вернее, технологии политические, не пытались там сделать какие-то интересные задумки с помощью интернета, каких-то там в социальных сетях сделать какой-то интересный проект, завести там молодого избирателя, ничего не получится. 3% пользователей интернета от 100 украинских проживают в Крыму. Ну, вот такие мы, древние, провинциальные. А насчет голосов грача, вы знаете, сколько их у него сегодня? Вот. Было 7, по-моему, да? Ну, скажем, 7% это вообще коммунисты, которые набирали на выборах здесь, да? Но сейчас нет, не знаю, для меня непонятно. Пойдет грач по мажоритарному округу, вот это будут его голоса. Но говорить в целом, отрывать от КПУ, от списка и у людей, скажем так, разделять их, лишать их последних иллюзий, ну, в моей жизни это уже было. Я знаю, почему эти люди нас ненавидели. Мы лишали их последних иллюзий. Мы рассказывали про дом грача, мы рассказывали про бизнес семьи и так далее, и так Вот далее. я помню, по-моему, это никак не влияло на результаты выборов. Ни дом грача, Отчего ни... же? Влияло? Конечно. А Но мы же не для этого работаем, чтобы повлиять или не повлиять на результаты, да, обвалить кому-то рейтинг или нет. Мы же не только в выборы должны говорить правду, вот я о чем. Но если мы будем говорить правду обо всех, тогда, получается, сидеть должны практически все. Вы за иллюстрацию? Как вообще отнеслись бы к такой идее? А что вы вкладываете в это понятие в наших реалиях? Предположим, иллюстрация судебной системы. это что, всех судей взять, есть вот- которые сегодня и И что? Что сделать? и Что уволить. Иллюстрация, Привести? вот имеется в виду, ну я понимаю, иллюстрация, вот когда надо было на стыке там Советского Союза там и сейчас, но мы уже 20 лет живем в этой стране. Иллюстрация какого То периода? есть она не актуальна. Да нет, ну просто, понимаете, вот это вот, как мы говорим о каких-то бирках, которые во время выборов бывают, точно так же мы относимся вот к этому понятию иллюстрации, к самой Просто этой вот меня идее, волнует да? вопрос, как Вот, всё допустим, поменять вот иллюстрацию докоренно. предлагают проект «Честно», да, они будут публиковать, сравнивать декларации, да, вот я понимаю, да, вот это вот интересно, это точечно, как-то это локально, вот это можно проверить, и вот это, а в целом вообще... То есть вы ну, говорите так о не бывает. высокой сведомости, да? То есть сознание должно быть высоким. но Нет, при я этом- говорю о хорошей информированности. То есть Но- при этом об эволюции какого-то сознания, Но но... это избитый пример, вот у Саакашвили в этой книге «Почему получилось у Грузии», там писали, вот сначала уволили всех, да, в полиции, уволили В всех, Ватикане об этом было. набрали новых. Тем не менее, у новых тоже не все сразу получилось. Начали брать взятки, Ну, у них не все и сажали. получается, ну давайте не создавать новые мифы. Нет, по количеству сидящих в тюрьмах Грузия, как и Соединенные Штаты, вот в пятерке ну, вот, очень многие сидят. То есть ни о какой демократии речи по большому счету не идет. То есть очень жесткими методами строится, не знаю, европейское или Вы сингапурское знаете, как все общество. нужно сбить? Ничего нет, никаких революций, никаких майданов, ни бело-голубых, ни оранжевых, ни красных роз, ни белых, никаких ленточек, ничего не надо. Одно надо
то законодательство, которое сегодня есть, должно исполняться всеми без исключения. Все. Точка. Куда идеализм? Как это Это происходит? идеализм. Вот это же не Это выступает... верховенство права. Какой идеализм? О чем мы говорим? Какой идеализм? То есть это- Вот больше ничего не нужно То есть хотеть, это будет ничего не- не нужно требовать. не при нашей Просто чтобы жизни, да? исполнялся закон всеми. Ну почему? При нашей жизни это будет. Ну, если мы будем этого требовать и сами будем это исполнять, то, конечно, случится. Если мы будем так воспитывать наших детей, что в любом обществе должно быть верховенство права. У нас в эфире была Александра Кужа, и она говорила о том, что Крым превратился в Донецкий. То есть это либо Донецкий Крым, либо Крымский Донецк уже. Есть ли конкуренция между Донецким у нас Я в не Крыму? комментирую высказывания политиков. Их комментируют другие политики. Ну, это глупо. Ну, поверьте. Ну, хорошая метафора, да? До этого еще было, что это Крым, это территория по дороге из Донецка в Ялту. Тоже Уже анекдоты появляются, что донецкие боятся выходить на улицу. Я не хочу говорить ярлыками, это неинтересно. Давайте говорить о фактах. Факты. Назначают в Крым донецких. У нас уже, по-моему, даже директорами кладбищ, да, становятся люди. По-моему, увольняли оттуда. уже директоров Они уже кладбищ. И уже уволились. вот Ливадийский Уже дворец опоздали. из Да, да. последнего. Ливадийский дворец возглавила, если я не ошибаюсь. Я знаю, Вы вот мы- знаете, знаете, что даже санаторий в Евпатории, мои киевские друзья говорят, но в санатории Евпатории возглавила из Макеевки, ну, очень хорошая женщина, на самом деле, вы очень хороший понимаете, это специалист. просто тренд на самоуничтожение этой силы. И на уничтожение мифов об этой силе. О жестких, волевых пацанах, которые наведут порядок, сделают как следует. А что, они не что они пацаны, не волевые профессиональны, пацаны? что они не цепляются к словам, что они профессиональны, что далее. Понимаете, вот Макеевский – это не профессия. И даже не квалификация. Да? Или наоборот. Вот. Это просто место жительства. Если мы будем говорить о градации коррупции, то там, ну, та, которая применяется во всем мире, начиная от кумовства, куда входит землячество, да, и заканчивая скупкой государства, то мы просто на данный момент, я считаю, имеем иллюстрации буквально всех уровней коррупции, которая только есть. От скупки отдельной семьей, отдельно взятой семьей всего государства сверху до низу, до кумовства такого мелкого. Причем то, что внизу, оно будет очень быстро меняться все. Сегодня ты руководил самой большой армией страны, да, МВД, завтра тебя сошлют в командировку, значит, куда-нибудь в Крым. И там ты будешь заниматься, стоять над глубокой ямой, в которой прорвалась труба, и вот заниматься вот этими делами, а не реформой, допустим, правоохранительной системы. На ваш взгляд, вот... Люди для Андрея Могилева при это такой ссылка, системе, да? То есть, которая... как бы, Я считаю, что это для него командировка. Я Командировка. согласна здесь с определением Андрея Никифорова, политолога, что это командировка. Не, И он удачная? должен хорошо в нее съездить, хорошо о ней отчитаться. Это цитата. А что будет хорошим результатом этой командировки? Ну, я, когда его только назначили, я определила 3 задачи, которые он должен здесь выполнять. По моему мнению, вот такой его был мандат. Первое, следить за тем, чтобы здесь все было тихо, чтобы отсюда не звучали в адрес президента какие-то там вещи, которые будут создавать дискомфорт. Да, никаких митингов, демонстраций, акций протеста, не приведи Господи, каких-нибудь тут акций во время приезда на дачи и так далее. Вторая задача, то есть здесь должно быть тихо, должен быть мир, сюда же вписывается вся межнациональная тема, сюда же вписываются какие-то там переделы и так далее. Здесь должно быть все тихо. Вторая задача, то есть потоки финансовые, которые были созданы при жертве, они должны сохраниться, они должны приумножаться, и никакого крысятничества. За этим тоже нужно следить. И понятно, что потоки не должны иссякать. И третий момент – это, естественно, выборы, результат которых должен быть достигнут. Соцобязательства будут, естественно, доведены. Они не должны быть меньше, чем раньше. Здесь должно быть все тоже выполнено в срок. Точно. Тогда, наверное, вот Вот о все эти 3 финансовых задачи. потоках. Ничего не изменилось. Ведь за жарты это были всё такие время. хорошие источники для этих потоков, да, эти хорошие субвенции из Киева на... Сейчас, да, Ну, сократили. казна Что-то пуста, миллиардов. какие субвенции? Ну, помилуйте, ну откуда они возьмутся? Вот, а как тогда обеспечить? Ну, 3 все шкуры эти- с нас уже снимают немножко, но они же тоже не бесконечные с людей, да? Ну, есть, ну, я знаю, придумать можно очень много. Я буду говорить о тех вещах, которые существуют реально. Ну, например, вы руководитель предприятия. Очень много еще государственных предприятий, республиканских, очень много еще, ресурса много на самом деле, да? Тебя спрашивают, ты же член нашей команды? Да. Ну,
значит, вступительный взнос такой-то, и потом членский взнос, то есть помесячно. А какой сейчас вступительный взнос? Ну, смотря какой у вас бизнес, извините меня. Если вы руководите, допустим, проценты винодельческим оборота. совхозом, то это одна, естественно, сумма, да, если это нету, какой-то такой штуки нет. Какие-то конкретные примеры есть? У вас вот такая-то, такая-то Ну, мзда, сейчас тебе предположим. Солнце мое. Ну, они, конечно, есть у меня в голове, но я же ответственный человек, я же не могу сейчас называть фамилии, сумма. Что вас конкретно интересует? Дорого. Дорого. Конкретные цифры, как Входной всегда, билет дорого. интересуют. Дорого, да? А у оппозиции есть какие-то шансы? Вот у сегодняшней оппозиции Шансы в чём? на этих выборах и в Крыму? Я У оппозиции говорю, сейчас как- вообще замечательная ситуация. Главное, чтобы она не посыпалась, оппозиция, окончательно. Да? Главное, чтобы она поняла, что нужно объединяться действительно не за час до расстрела. Главное, чтобы она поняла настроение людей и не спекулировала, и оставила старые вот эти методы работы и с избирателями, и между собой. Что надо ставить за ваш какие старые методы? Что нужно оставить? Нужно оставить закулисные договоренности, нужно оставить в прошлом желание играть на нескольких досках одновременно, нужно оставить собственный интерес хотя бы на какое-то время, понять, что вот это вот твое личное, оно потом еще, возможно, окупится, неважно какими дивидендами. Но сегодня нужно забыть о собственной выгоде. Будь ты бизнесмен, будь ты государственный служащий или там пенсионер, нужно забыть о своем. Вот говорят, что, скорее всего, будет список... От оппозиции сегодня требуется самоотверженность, понимаете? Скорее всего, будет партия, оболочка партии «Батькивщина», во главе которой будет Арсений Яценюк. Да? Вы знаете, Вот я он. бы сейчас даже вообще оставила, как называется та или иная партия. Мы сегодня в такой ситуации, что нужно забыть вообще, какого цвета твой личный флаг и на какой улице твой личный дом. А я вот прикладной, вот это как теоретики А вы физики и возвращаете в прикладной. прошлое. А я хочу... А кому достанется да. первая пятерка, Да, двадцатка, да, вот тридцатка? про Крым, да, в Крым. А Вот- сколько я поставлю? Вот в Крым. А в Крыму в этот список Крыму надо плохо. войти Крыму Сенченко, Велижанскому, Джемилеву, Чубарову и Денисовой. В этот оппозиционный список. И не помещаются. Ну, это известно. Вот. Как тут быть с самоотверженностью? Ну, Как никак. тут, кому отбросить нужно будет амбиции? в этой Мы с вами, я не знаю, я не могу им советовать, да? Как? Ну, Я сказала, какие кому, чаяния как не есть вам, у Валентина, народа. советовать? Ну, может быть, но не в прямом эфире. Понимаете, нужно просто-напросто быть немножечко другим сейчас. Другим. Вот то, что вы сейчас меня спрашиваете, это с прошлого дня. Я наоборот говорю, нужно подумать. Другое было, когда были восторженные... Я просто могу сказать, что мы просто с вами увидим, кто из них самый мудрый и сильный. Потому что на самый трудный участок пойдут самые сильные. Восторженность и новое, как мне казалось, что вот сейчас такая всеобщая интернетизация, фейсбукизация, будут какие-то праймерис, будут, как в России, вот когда была Болотная площадь, там определяли выступающих в Фейсбуке, и именно Фейсбук голосование определяло, кто выступит на Болотной площади. Казалось, что вот Украина тоже к этому созрела, но, по-моему, ничего этого не происходит. Нет, там просто интернет-аудитория просто бешеная, нужно сказать, но мы отстаем во всем. Мы от России уже на многие годы отстаем. То есть все, что касается техники, технологий. И Я хочу Побежать зрителям быстрее напомнить о нельзя. том, что вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире Валентине Самар Там на уже нашей поступило странице. несколько вопросов. Да. Непосредственно, каким самым сложным у вас было ваше расследование? Как вот в вашей карьере журналистской? И про темников еще что-то Нет, про темники спрашивают. потом. Мгм. Потом самое про Майдан сложное, еще есть. я да. не знаю, я как-то их не квалифицирую, скажем так, по сложности. Все сложные, потому что это трудная работа, это все-таки вершина уже журналистского, скажем так, ремесла, поскольку здесь очень емкая работа, поскольку это работа с документами, поскольку это копание в интернете, открытые источники, закрытая инсайдерская информация, постоянная проверка этой информации, потому что ты не можешь ошибиться. Здесь уровень ответственности на порядке выше. Они все сложные. Есть легкие, Как-то я слышала, которые за что вы- 15 минут можно провести. Да? что проблема Как нашей... с Мерседесом и Гриценко. Есть такие, что месяцами идут, а нет. Я их делю на результативные и нерезультативные. Вот это так, да. Какое Как-то самое результативное тогда? Да их тоже много. Будем считать по уголовным делам, Наверное, протестам это прокурорским. показатель, да, уголовные Это дела? показатель, да. Когда говорят, что у нас расследование, я не могу так сказать. Просто не всегда это звезды сходятся, да, и в нужный момент оно все получается. Но главное для результативности на самом деле другое. Это
опять же, определяется ответственностью журналиста, это не бросать эту тему. Ты сегодня написал, но ты должен отслеживать, что в жизни твоего героя произошло, как отреагировали органы там, правоохранительные либо исполнительные. На них нужно постоянно давить, о нем нужно напоминать, это капля, которая должна капать. К сожалению, здесь западным нашим коллегам, нашим зарубежным коллегам очень помогает корпоративная солидарность, потому что если вдруг какое-то расследование появляется, тема появляется, и все хватаются за нее. У нас ее нет. У нас все... это газета написала, как это я сегодня буду. Это что, какая-то конкуренция? Это не конкуренция, это тупость. Простите, простите. Почему? Потому что это резонансный материал, он сразу же трафик, да, если мы говорим об онлайн-изданиях, поднимает, и не писать об этом нельзя, пропускать новости нельзя. Это вот еще вот немножечко... А Центр журналистских расследований с кем-то сотрудничает? У нас было много примеров совместных расследований с разными изданиями, когда мы выходили отдельно, когда у нас не было такого мультимедийного, конвергентной даже редакции не было. Мы сотрудничали и с газетами, и с другими телекомпаниями, проводили многие. У нас были роскошные, если бы это в одиночку делать, они были бы очень дорогими, когда мы делали мониторинг всего Крыма и Севастополя по управлению отходами. Мы смотрели все инвестиционные проекты, которые здесь когда-либо были. Мы смотрели опыт зарубежный, мы связывались с фирмами, успешными проектами Франции, Голландии. Немцы сами и шведы нам уже звонили, рассказывали про то, насколько коррумпирован этот рынок в Украине. Это безумно было интересно. Это заняло несколько месяцев. Отдельно Оператора этой темы или уже, отбираете конечно. журналистов, Конечно. и где Конечно. тренируете их? Нет, Как ну, во-первых, это сфера, которая сама регулирует. Просто здесь слабые и люди, которые Дарвинизм, да? случайные, они отпадают сами. Особенно в расследовательской, Они скорее отпадают всего. сами. Те же, кто приживаются, понятно, что это люди, которые действительно журналисты. Как-то я слышала, вы говорили, что проблема нашей отечественной журналистики – это отсутствие профессионализма. А почему только отечественные? Это ваше интервью было. Я не помню. Пожелтение прессы, оно уже повсюду, да? Это мировая тенденция. Женщины в журналистике превалируют. Это тоже мировая тенденция. Трудная для мужчины работа. А что, желтизны можно избежать? Вот они дают трафик и рейтинги. Каналам рейтинги, интернету трафик. Как уйти? Или от этого не нужно уходить, от желтизны? От желтизны. Вот мы нужно как-то, не будем называть каналы, да? Нужно как-то баланс находить. Да? Вот если мы берем ленту новостей в онлайн-издании, всегда понятно, что есть новости, которые влияют, и новости, которые держат трафик. Ну, вот как-то нужно это тамагочи кормить вовремя. Один критерий – это вкус главного редактора или владельца, да, ресурса. Да нет, вот. вы же работали с новостями. Журналистика, она очень субъективна, да? Да, Мы сами придумали да. критерии, по которым мы отбираем новости, да? Вот сегодня эта новость выйдет первым номером, а завтра она пятым. От этого зависит, какое это издание, оно желтое или оно серьезное, либо оно экономическое, у каждого должна быть своя ниша. То есть нужно идти от целевой аудитории, но у нас просто строились все СМИ вверх ногами. Сначала создавался телеканал или газета, а потом думали, какая у нас аудитория? Наверное, семейная, да, the best. Точно так же радиостанции, плейлисты, да, так какая мы? Это реакция уже на высказывание Валентины в эфире. А разве не благодаря Майдану вы получили возможность говорить? Вот Вы знаете, в моей жизни был очень замечательный момент. Во время президентских выборов здесь был Виктор Ющенко, многие были журналисты из Центра журналистских расследований. Тогда мы делали такую медиа-акцию, которая называлась «О доходах на чистоту». И сначала, да, это были декларационные акции, а потом мы считаем цена власти, мы каждые выборы теперь это делаем. Мы считаем реальные затраты на избирательные кампании и спрашиваем в лоб, что называется, в глаза политиков, кандидатов в президенты, лидеров политических партий, откуда у них деньги на эти дорогущие кампании. Сейчас мы тоже будем это делать. Да? То есть закон предполагает, что вообще-то должны это публиковаться. Источники наполнения этих партийных тумбочек, да, партии каждый год должны декларировать эти расходы, свои доходы, точно так же, да. И тогда Ющенко, которого я тоже спросила, кто финансирует вашу кампанию, и опубликуйте, пожалуйста, вот эту декларацию своих фонда избирательного, вот, он согласился на следующий день, действительно, он это опубликовал, мы писали с ним интервью, вот, и он мне тоже такую фразу сказал: а разве не я вам дал вот эту свободу, что вы сейчас можете мне так свободно сдавать? Ему сказать: извините,
Я эту свободу сама для себя завоевала еще тогда, когда вы даже не подозревали, что вы будете в большой политике. 90-е годы, начало 90-х годов в Крыму, тогда школу журналистики крымской, да, никто, по-моему, не назначал, не выбирал, и не благодаря политикам она появлялась, да, не благодаря политикам каким-либо здесь была Татьяна Коробова, Лилия Буджурова, Лена Савченко, мы вспоминали сейчас, да, голодовку их в мешковские времена, что нам политики это все дали. Я тогда Ну, с коляской, с ребенком Ну, приходила больше к ним такой в палатке, волны да? не было, да, появления вот Да тех, почему кто- же? Она сейчас есть. Есть? Просто журналисты уже не так, ну, появилось молодое поколение, иногда захожу в зал, где проходят пресс-конференции, я многих не знаю, а потом они куда-то исчезают, появляются новые. Это нормальный живой процесс. Пресса в Крыму свободная, либо сервильная? Пресса – это не фамилия. У каждого журналиста есть самое дорогое, да, это его имя. Есть Реноме. Осман Пашаев. Ты свободен? Да, ты свободен, потому что ровно настолько, насколько ты эту свободу для себя построил. Понимаете, вот как только мы научимся жить, вне зависимости от того, что нам дают, и отстаивая, когда у нас забирают эту свободу, вот тогда она будет. Чем больше у каждого из нас этой свободы для того, чтобы честно делать свою работу, для того, чтобы честно жить, делать честные новости, делать честное вино, да? Ну вот если мы говорим, Крым уникальный регион, да? То есть что-то уникальное для журналистики есть здесь? То есть, например, Ну да, я говорю о какие той школе. карты могут Я разыгрывать? говорила о той школе, которая была, и остатки которой еще присутствуют. Да, появилась новая, да, уже многие журналисты прошли тренинги, и есть европейская школа журналистики, есть американская, люди все это уже знают, молодое поколение, оно более образовано, главное, чтобы было где работать. И это тоже наша задача как общественной организации, не только учить на тренингах журналистов, но и работать с собственниками, с учредителями тех или иных средств Воспитывать массовой информации. собственников? Ну почему нет? Как? Да просто задавать в прямом эфире вопрос, почему ваша газета печатает джинсу. Это же коррупция, не так ли? Я уже вспоминал до эфира, и в эфире вспомню, как-то Татьяна Черновол, которая вот решила почему-то теперь становиться политиком, а вместо того, чтобы оставаться журналистом. Мы с ней Тоже как KPI, да, кстати. мы говорили о том, что вот года с 2006 мы активно, и в Крыму тоже там, куда-то лезли, что-то там добывали, какие-то документы, расследовали то Азарова в Гурзуфе, то там Саша Иванукович что-то спилил, каких-то Львов. гарматы нет, времен русско-турецкой войны в Севастополе. Писали, показывали, снимали, и было ощущение, вот проходят годы, а реакции обычно особо никакой нет, да, изменений ни на уровне настроения там, читателей или избирателей. Ну, Осман, ну мы же не залазим в черепную коробку каждого нашего телезрителя. Вот позволь не мне видим, такой, есть позволь мне ли такой какие-то изменения пессимизм. или Ну, нет. ладно. Но это капли, да? Просто нет критической массы таких материалов, нет критической массы такой, нет честной работы журналиста. Вот поэтому все так. Но я не считаю, что нужно так пессимистично смотреть на жизнь. Поверьте мне. Просто иногда звезды не сошлись, я же говорю. Оно все будет. Вы как там, пилите, Шура, пилите. Когда они сойдутся, знаете? Вы советуете своим журналистам уезжать хотя бы на какое-то время из Крыма, например, поработать в Киеве или, может быть, за рубежом? Я никому ничего не советую, кроме как, что касается каких-то прикладных вещей. Понимаете, каждый человек имеет право выбирать. Это желание человека. Я советую изучать жизнь глубоко, широко, каждый раз, когда человек берет какую-то тему, не просто, даже если ты новость делаешь, ну походи, да, сейчас очень просто, походи, погугли хотя бы эту тему немножечко, узнай больше, чем другие, тогда ты совсем по-другому будешь смотреть и на эту тему, и на людей, которые в ней присутствуют. Ленивые журналисты, малограмотные, некомпетентные, именно по этой причине им плохо доверяют. Им не доверяют судьи, потому что журналисты могут глупость написать. Им не доверяют прокуроры и милиционеры, да? И относятся очень снисходительно к журналистам, потому что журналисты очень безграмотны во многих вещах. Им не доверяют специалисты, а это все люди, которые не только под нашим контролем, да, общественным, как журналистов, да, это еще люди, которые наши телезрители, читатели, радиослушатели. Они тоже наша аудитория, а мы ее не ценим. Существуют ли в Крыму темники сейчас? И эффективна ли вообще эта технология сейчас? В 2002-2004, когда интернет еще не так как и в проник? Украине, в массе журналистской присутствует очень самоцензура сейчас.
Журналистов не нужно в Украине убивать, как-то на них давить. К Они сами сожалению, понимают, что не надо К понимать. сожалению, они очень хорошо покупаются. Но это И не даже сам- задешево. И выросло целое поколение журналистов, которые считают абсолютно нормальным, что ты приходишь в редакцию, тебе говорят, а ты пиши это вот так вот. Они даже не задумываются над тем, что это ненормально. Да, что тебе рассказывают, как писать, кого звать в эфир, кого не звать, да, есть ли какие-то. Они считают, что это нормально, они другой журналистики не За знали. этим страх Чем плох потерять Крым, работу. чем плох Крым, это тем, что мы все-таки такой вот немножечко оторванная территория от всей остальной Украины, и то, что там уже в Киеве, или в Днепропетровске, или в самом Донецке, там даже в Донецке в голову не приходит, у нас тут еще остается. Мы отстаем от многих процессов, как говорит наш коллега Андрей Клименко. Крым, вот этот перешейк, это как ущемленная грыжа, через которую очень плохо ходят услуги, товары, люди, информация. Информация. Да, понимаете? И даже вот технологии, которые раздвигают абсолютно все границы, лишают возможности что-либо цензурировать, потому что все, оно в поток пошло, и уже невозможно эту информацию каким-то образом зажать. Да? Смешная история, я ее рассказываю. У нас есть еще время, Да, да? да. Когда там перед Ливадийским дворцом все время вот там появляются какие-то люди с других организаций, которые там шлагбаумы ставят, да, и берут там деньги там с туристов, с автобусов, которые приезжают. И в один из таких моментов позвонили сотрудники музея, Ливадийского дворца музея, и сказали, вот опять тут деньги берут, вот мы тут письмо написали открытое там, значит, министрам и так далее. Он сказал, хорошо, мы его опубликуем. Тут же это вышло в онлайне на Центре журналистских расследований. И тут начались звонки из Киева. Ну, буквально в час это все разошлось. Ну, все-таки Ливадия, Ливадийский дворец. Понятно, что это место. Понятно. Вам не нужно объяснять, почему эта новость стала новостью далеко за Топовой пределами новостью. Крыма Да. и Украины. Она мгновенно распространилась. И когда там стали этим сотрудникам туда звонить с министерства, с Киевского в Крымское, с Крымского туда, они сказали, слушайте, а можно как-то придержать эту информацию, потому что тут уже такой навалилось. Все. Уже ничего нельзя удержать, она уже ушла. Вот, поэтому сейчас в Крыму, к сожалению, эти процессы замедлены, в том числе и очень плохо развиваются интернет-ресурсы. Ну, подумайте, помилуйте, да, это смешно. У нас на пляжах нет Wi-Fi свободного, да, у нас Скоро на будет. площадях нет. Ну, это новость. Обещают. Новость. Вау, новость. В Алуште на набережной будет бесплатный Wi-Fi. Ну, слушайте, ну это уже просто смешно. Это Даже для городов-миллионников Украины это уже смешно. А для нас Даже это еще Винница, который недостижимо. такого же уровня город, как и Симферополь, весь покрыт Wi-Fi. Уже давным-давно весь город Wi-Fi. Да, Вот, это- вот наша задача каким-то образом тормошить и бизнес, и власти для того, чтобы мы не были в таком отстое. Потому что, в конце концов, мы очень зависим от людей, которые сюда приезжают. А показатель растормошенности выборы? Вот увеличиваем сознание. Чего вы все время зациклитесь за эти Не, ну, выборы? пусть другой будет Конкретный, критерий. конкретный, вот Показатель если не выборы, что растормошенности. есть, да, показатели? Показатели, это, скажем, улучшение качества Да, жизни. или высокого сознания, предположим, у человека. Или хорошей информированности, например. Или Ну, желание быть наверное, информированным. реакция властей на то, что пишут в онлайне. Да, вот это уже есть, немножечко появляется, стало появляться уже. Если раньше чувствовали, а вы не средство массовой информации, мы вам не предоставим информацию. Где ваша регистрация, там, знаешь, да? Ну, вот сейчас Уже немножечко это реакция отходит. властей вот по Жизнь поводу меняется, но Герман, поверьте. да? Сейчас в «Украинской правде» проводится расследование по поводу ее сына, Мерседеса, на котором Это она не первый раз в приехала. «Украинской То правде» есть, проводится. по-моему, никакой реакции не было, если не А ошибаюсь. чего вы ожидаете? Ну, то есть наверняка не каждый Ну, реагирует. мы То же есть не это- можем предугадать, как люди проголосуют, имея эту информацию уже. Все равно все меняется. Главное, чтобы люди не остались безразличны, понимаете? И главное, чтобы они были информированы. То есть От задача этого много журналиста зависит. информировать. Вот это и есть наша работа. Мы не должны не арестовывать, не разоблачать, не влиять, никак. Мы должны просто информировать. Это И была воспитывать. Валентина Самар в программе «Музмузлар», которая считает, что новые Майданы нам не нужны, нам нужна эволюция. А Сейчас это журналисты- была сознание манипуляция. и Махровая Махровая манипуляция. манипуляция от «Музмузлар». А нам, Если мы журнали- решим, что они нужны, они будут. А журналистам надо просто честно выполнять свою работу, всем не гражданам находиться в тисках самоцензуры, быть не брать деньги законопослушными. от Натальи Королевской, например, и работать на благо нашей профессии. Да, или для наших читателей, зрителей и Да. слушателей. Спасибо, ребята. Спасибо. Замечательная телекомпания. Я считаю, что это самый интересный проект сейчас в Крыму, и мы очень внимательно за вами наблюдаем. Спасибо. Спасибо большое.